Доброго времени суток, дорогие телезрители! Как всегда, утро на канале НВК «Сахан» начинается с передачи «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии для вас работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира мы предлагаем вам обратиться к прогнозу погоды. Итак, сегодня, 20 ноября, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных Улусах температура воздуха минус 21, минус 22 градуса. Днем ожидается минус 19, минус 21. Заречье утром минус 21, минус 27, днем минус 20, минус 22. Южные Улусы утром минус 20, ну а днем минус 15, минус 18 градусов. Вилюйские Улусы утром минус 18, минус 23, днем ожидается минус 17, минус 21. Нижнеленские Улусы минус 20, минус 22 утром и днем минус 21 градус. Западные Улусы минус 19, минус 21 утром и днем минус 17, минус 18 градусов. Колыма и Индигирские Улусы минус 11, минус 29, днем минус 12, минус 28. Янские Улусы минус 18, минус 26 утром и днем минус 20, минус 27 градусов. Северо-западные Улусы минус 6, минус 17 утром и минус 7, минус 18 днем. В Якутске 6 часов утра температура воздуха минус 17 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Днем ожидается минус 16, минус 18 градусов. Ну а сейчас, дорогие друзья, мне хотелось бы передать слово моим коллегам из информационной редакции, которые расскажут вам о самых главных событиях республики и о стране на сегодняшний день. Эфир продолжает новостной блок. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 1500 единиц медоборудования закупят для больниц Якутии до 2025 года. По информации пресс-службы Минздрава региона, помощь больницам республики окажут в рамках реализации нацпроекта здравоохранения, предложенного президентом Владимиром Путиным. Помимо оборудования будут приобретены и 300 автомобилей. Также в течение ближайших 5 лет переедут в новые 42 аварийных здания медучреждений, а капитальный ремонт ожидают 80 объектов. Для возведения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий закупят более 140 модульных зданий и построят 18 больничных корпусов, поликлиник и стационаров. На эти цели республика использует 6,5 миллиардов рублей, которые выделило правительство России. Между тем, в следующем году ФАПы и амбулатории построят в 10 селах республики. Об этом сообщил глава Якутии А.С.Н. Николаев на своей странице в Инстаграм. ФАПы и амбулатории будут построены в том числе в селах северных и арктических районов региона. Также начнется строительство новых зданий центральных районных больниц в Усть-Майском, Чурапчинском и Момском районах. Поликлиники в селе Тыккёль Татинского Улуса. Планируется возобновление строительства хирургического отделения в городе Вилюйске. При этом средства нацпроекта направят на проведение капитального ремонта в зданиях поликлиник и ЦРБ в более 20 районов. Обновление также ожидается в автопарке медучреждений. В 2021 году будет закуплено 62 единицы транспорта для 38 больниц республики. Выплату за классное руководство в размере 5000 рублей будут получать педагоги всех российских школ. Соответствующее постановление правительства вступило в силу накануне. Согласно документу, вознаграждение в 5000 рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта и МЧС. Напомним, решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента. Станция юных туристов Амгинского района более 20 лет организует для детей краеведческие туры, спортивное ориентирование, экскурсионные сплавы и многое другое. На сегодняшний день станция ведет работу по 3 направлениям. Это туристы-проводники, юные спасатели и спортивное ориентирование. Воспитанники станции ежегодно активно участвуют во всех проводимых мероприятиях, занимают призовые места.
В период коронавирусной инфекции педагоги станции все свои занятия проводят через платформу Zoom, где готовят различные интересные программы. А в ноябре педагогами был проведен месячник на тему «Баяная», мастер-классы по приготовлению быстрой и вкусной еды на природе. Также провели викторину «Тайна лесной тропы» для 300 детей из всех сел района. С первого раза уже начали делать интересные, на наш взгляд, интересные там занятия. Ну, вот это по охоте, по палаткам, там, как ставить шалаш, как сделать алгыс, например, да, чтобы прежде чем идти в лес там, и так далее. Наши ребята, да, они где-то половина, может быть, даже больше половины, они после учебы, после работы все равно они вернутся в родной Улус. Они будут сельскими жителями, и поэтому вот эти знания, умения, навыки, которые мы сейчас им даем, они будут помогать им в последующей жизни обязательно. Российский изобретатель, руководитель всероссийского молодежного движения «Небесная Одиссея» Александр Бегак представил концепт-макет аэротакси. Это новый летательный аппарат, прототип индивидуального транспорта будущего, отечественного пассажирско-грузового аппарата вертикального взлета и посадки PCJ Бакаэра. Предполагается, что летательный аппарат будет размером 6 метров и сможет летать на расстояние 600 километров. Возможно, выпустят и беспилотную версию. Это будет что-то вроде конвертоплана на электрической тяге. Это беголет Greenfly. Он полностью электрический, ездит на колесах как электромобиль. Его не надо регистрировать, он очень легкий. Его не нужно ни в ГАИ, ни в авиационных воздушном кодексе, не прописана его регистрация. Он летает на электрических двигателях, вес его 100 килограмм буквально, полет он может 150-200 километров пролететь на мягком крыле, на параплане. Берегите себя и своих близких. Удачного дня! Таковы главные новости к этому часу. Мы благодарим наших коллег и надеемся, друзья, что сегодняшний день запомнится вам только позитивными событиями. Ну а сейчас мы хотим предложить вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, узнаем в следующем материале. Сегодня Овнам представится хорошая возможность для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, или решить какие-то старые проблемы. Обратите внимание на свое окружение. В решении дел могут оказаться полезными советы старых знакомых. Интуиция подскажет вам, каким рекомендациям стоит следовать, а на какие лучше не обращать внимания. Тельцам предстоит иметь дело с людьми, которые не любят строить планы и задумываются о том, какие последствия могут иметь их поступки. Поэтому избежать суеты, неразберихи и волнений вряд ли удастся. Сегодня стоит быть осторожнее с деньгами. Делать крупные покупки можно лишь в том случае, если вы точно уверены, что они необходимы. Близнецы. Будьте готовы к трудностям, которые могут возникнуть именно там, где дело касается чего-то очень важного для вас. Вероятно, придется скорректировать свои планы, отложить на потом встречи, которых вы ждали с нетерпением. Вместе с этим сегодня вас могут ждать приятные сюрпризы и хорошие новости. Сегодня ракам будет трудно сосредоточиться, поэтому не исключено то, что вы будете переключаться с одного дела на другое. Ваши предложения другим людям сегодня могут казаться абсурдными, а решения необоснованными и рискованными. Старайтесь не нервничать и сохранять спокойствие. Сегодня львам нужно приложить немало усилий для того, чтобы добиться нужного результата. Но удастся это лишь тем, кто откажется от привычных проверенных методов и найдет собственный путь к цели. Ваши действия могут быть понятны не всем, поэтому будьте готовы к разногласиям и критике. Девам стоит быть сдержаннее в высказываниях. Даже невинные замечания могут показаться окружающим людям обидными. Не исключено, что это приведет к ссорам. Особенно трудно будет поладить с теми, кто плохо вас знает. Вероятны успехи в самостоятельной работе, требующие аккуратности и внимания к деталям. Сегодня весы могут успешно начать новые дела. Особенно хорошо вы справитесь там, где требуется учиться на ходу, использовать чужой опыт. То, что вы узнаете сегодня, вскоре пригодится в работе. Вероятны полезные знакомства, а также встречи, которые положат начало романтическим отношениям. Скорпионам день вряд ли принесет большие перемены и серьезные испытания. Будьте деликатнее по отношению к близким. Сегодня вы склонны навязывать им свое мнение. Обсуждение важных вопросов можно отложить, а вот предложить какие-то совместные развлечения будет очень полезно.
Стрельцов ждет благоприятный день для хорошо знакомых дел и решения практических задач. Нежелательно планировать на этот день какие-то серьезные изменения окружающей обстановки, например, переезд или ремонт. Время, проведенное с близкими, оставит самые приятные впечатления. Для козерогов день начинается удачно. Стоит им воспользоваться, чтобы завершить начатые раньше важные дела и решить серьезные вопросы. Хорошо пройдут деловые и личные встречи. Любые переговоры вы проведете успешно. Водолеи. Будьте готовы к неожиданностям. Скорее всего, они будут не слишком приятными и заставят вас волноваться. Но вам удастся быстро взять себя в руки и принять верное решение. Вечером лучше избегать серьезных нагрузок. Нежелательно планировать на это время какие-то утомительные дела. Рыбы. Нет причин опасаться неудачи в серьезных и важных делах, а вот мелкие неприятности сегодня более чем вероятны. Обстоятельства могут сложиться неудачно, а люди, обещавшие помощь и поддержку, не сдержать слова. Чтобы сильно не переживать по этому поводу, постарайтесь отвлечься. Друзья, продолжаем заряжаться энергией звезд и позитивным настроением. А сейчас, прежде чем перейти к основным темам нашего эфира, мы предлагаем вам подборку интересных и, может быть, даже забавных новостей. Ну что ж, давайте начнем. У людей, соблюдающих здоровый режим сна, риск сердечных заболеваний значительно ниже, чем у тех, кто мало спит. К такому выводу пришли ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане. Специалисты считают, что если человек будет каждый день спать от 7 до 8 часов, то это поможет ему уберечь себя от сердечной недостаточности. В ходе эксперимента исследователи наблюдали за более чем 400 тысяч людьми в возрасте от 37 до 73 лет. У более 5000 из них была диагностирована сердечная недостаточность. У всех участников с таким диагнозом отмечались проблемы со сном. Одни мучились от бессонницы, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа. У третьих продолжительность сна была слишком короткой. Напомним, специалисты рекомендовали спать по 7-8 часов в день. Кофе по утрам может не только бодрить, но и также он может нанести вред организму. Об этом заявил врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев. Специалист рекомендует не пить утренний кофе натощак. Это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь и панкреатит. Кстати, эти заболевания, по словам эксперта, имеются практически у всех. Просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет. Употребление кофе на голодный желудок врач связывает с неправильным пищевым поведением. Например, вот когда человек утром не голоден и выпивает кофе просто для того, чтобы взбодриться. Специалист считает, что после еды можно пить кофе с чем угодно. При этом неважно, будет ли ваш кофе черный, с молоком или же его заменителем. Также специалист отметил, что кофе не всегда тонизирует. Иногда он оказывает обратный эффект. Так что здоровый человек может пить кофе в любое время суток, даже перед сном, заявил специалист. Британские ученые рекомендовали проветривать помещение, так как в холодное время года из-за плохой вентиляции риск заражения коронавирусной инфекцией повышается. По мнению специалистов, такая мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%. При этом рекомендуется либо держать окна приоткрытыми все время, это, конечно, не подходит нашему региону, либо же периодически открывать их на 10-15 минут. Ученые советуют проветривать жилье, если кто-то из членов семьи заболел, а также в случае прихода гостей и после того, как они уйдут. Специалисты отмечают, что свежий воздух должен поступать с улицы и что рециркуляция воздуха означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащих вирус, а не их вывод на улицу. При этом они добавили, что если есть кондиционер, который использует воздух с улицы, то, в принципе, комнату можно не проветривать. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой мы вернемся в эфир и обсудим успехи якутян на интересных всероссийских конкурсах. Оставайтесь с нами. Пришло время платить налоги? Не теряйте время в очередях. Скачайте приложение Налоги.ФМ.
проверьте в личном кабинете перечень имущества и уплатите налоги из дома. Срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. Годы идут, ценности остаются. Саха спецтехника. Нам 15 лет. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Друзья, с вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире и приступаем к первой теме сегодняшнего выпуска. Получается, у нас вчера завершился стартап-тур под названием «Стартап-экспедиция Б8». Это всероссийский конкурс, нацеленный на поиск и поддержку перспективных технологических проектов. О том, как же прошло это мероприятие и какие работы представили жители нашей республики, нам расскажет программный директор стартап-экспедиции Б8 Татьяна Бравина. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, если говорить об этом проекте, какую же задачу перед собой ставили организаторы, в том числе Фонд развития инноваций региона, и какие же цели были? Стартап-экспедиция Б8 2020 уже проводится второй раз. В общем, было в 2019 году. Как вы правильно сказали, организатором является Фонд развития инноваций Республики Саха-Якутия при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, участии Технопарка Якутия. И, собственно, в этом году, в отличие от прошлогоднего формата, где мы посетили все 11 городов Дальнего Востока, очно заслушали около 100 проектов, то в этом году мы полностью перешли на онлайн-формат, что нам позволило сделать масштаб мероприятия всероссийским. То есть в этом году у нас приняли участие заявки из 40 городов России, начиная с Калининграда до Южно-Сахалинска. То есть вообще можно сказать, что это всероссийское мероприятие. И было подано 153 заявки из разных городов. И на финал мы прослушали 3 финала. Каждый финал был посвящен нашему партнеру. Партнер – это крупные корпорации российского масштаба, такие как «Северсталь», это крупный металлургический холдинг, «Индрайвер», наша известная компания «Индрайвер», и компания «Алроса ИТ», это дочерняя компания ПАО «Алроса». И каждый трек проводился посвященный, соответственно, компании и был направлен на решение технологических задач каждой компании. Всего было заслушано 18 проектов на треке «Алроса ИТ». И, соответственно, всего 31 проект, если всего вместе смотреть по всем трекам. Примечательно, что участвовали очень много городов, и решения были представлены разного уровня, но они были это уже готовые решения с работающим прототипом, MVP, с конкретным решением направленных на технологическую задачу партнера. И при этом, начиная от применения искусственного интеллекта, машинного зрения до каких-то таких очень практичных вещей, например, пропуск и электронные ключи для сотрудников. В этом году очень актуальная тема, конечно, связана с безопасностью, поэтому были ряд решений, направленных на, допустим, автоматическое измерение температуры, отслеживание людей, находящихся в производственных помещениях, у которых повышенная температура. Были даже такие решения. Из Якутии у нас было подано где-то около 20 заявок из этих 153. И это очень хороший показатель на самом деле, потому что запросы у наших партнеров очень высокие, стандарты, и тот уровень технологических задач, которые нужно было решить, был очень сложный. Но при этом у нас были поданы заявки из Северо-Восточного федерального университета и резиденты Технопарка. И мы просто считаем, что это, если возвращаться к цели, для чего это было сделано, мы считаем, что развивать инновационную экосистему надо за пределами, то есть вширь, да, то есть не внутри у нас развиваться, а именно
формировать опыт, какие есть решения технологические за пределами Якутии, может, даже за пределами России. И, конечно, в этом году участие компании «Алроса» нас очень обрадовало, и чему мы благодарны, потому что чем лучше развивается компания «Алроса», тем лучше живет республика. Поэтому все решения, которые компания «Алроса» отобрала, а их было 7 проектов, которые они будут уже рассматривать по вопросу внедрения в ближайшее время, да, они все направлены на повышение эффективности работы компании «Алроса». Ну вот мы говорим, да, о том, что вот действительно много таких крупных компаний приняли участие в организации этого мероприятия. Говорим о цифрах, действительно они впечатляют. Но такой вопрос отсюда вытекает. Вот как же Якутия вот добилась такого, чтобы вот организовать и провести столь масштабное мероприятие? Во-первых, все начинается с людей, все начинается, как всегда, с инициативы конкретных людей. Стартап-экспедиция – это один из этапов развития инновационной экосистемы Республики Саха-Якутия. Безусловно, Министерство инноваций в лице министра Анатолия Скаловича Семенова, как первые инициаторы технопарка Якутии, IT-парк Якутии, это все вместе, все, которые работают над формированием инновационной системы, придумали такое мероприятие, как стартап-экспедиция. И в прошлом году мы попробовали, как я сказала, на Дальнем Востоке, мы посмотрели и поняли, что есть спрос со стороны регионов на то, чтобы обучаться тому, как развивать инновационные проекты и их представлять, потому что каждый регион Дальнего Востока представлял больше 10 проектов, и это очень хорошо. А в этом году мы увидели такой запрос, что крупные компании, они не видят региональные проекты, ну, как один из наших партнеров сказал, не дотягиваются, сидя в центре в Москве. Поэтому наша стартап-экспедиция, она для них тоже возможность найти больше интересных решений. И, кстати, для якутских проектов, инновационных, технологических стартапов, это очень большой шанс, чтобы выйти на крупные корпорации, потому что им, оказывается, очень интересно видеть региональные проекты. И, конечно, Фонд развития инноваций помогал в этом и был основным организатором. Ну что ж, Татьяна, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Действительно, за инновациями будущее не только региона, но и всей страны и мира. Итак, друзья, сейчас я хотел бы пожелать вам еще раз доброго утра, но на итальянском «бонджорно». И ведь не зря, дорогие друзья. В эти дни в Якутске у нас прибывает съемочная бригада программы «Поедем, поедим» телеканала НТВ. И вот их темпераментный ведущий, итальянец Федерико Арнальди, испытывает на себе подледную рыбалку и местную кухню. Специально для нашей программы он поделился своими впечатлениями о нашей республике. Здравствуйте. Чао, Якутия. Замерзший, но очень вдохновленный Федерико Арнальди продолжает в эти дни свое приключение по Якутии. Итальянец успел прокатиться на собачьей упряжке, посетил царство вечной мерзлоты и, конечно, попробовал якутскую кухню. Я успел попробовать здесь пельмени с олениной. И потом жеребятина пробовал. Вот вчера прям целая рулька жеребятины. Прям большая, нежная, сочная. Говорят, очень даже полезно. Строганина. Еще, как там салат? Игуметка, игумутка, игуратка, игуситка, игучетка. Индигирка. Вот именно она. Индигирка. Кумыс, если не ошибаюсь, да? Я захожу, открою дверь, и там меня ждет шаман. И мне дает кумыс. Говорит, пей, он начинает петь, я пить, и тут начинаю там еще играть на ваши инструменты. Как? Хомус. Felicità, Федерико – профессиональный повар, музыкант и вот уже как год является ведущим кулинарно-познавательной программы на НТВ, целью которой является исследовать уголки нашей планеты и знакомиться с традициями разнообразных народов мира. Помню конкретно, когда однажды, давно-давно, не знал еще ничего про Россию, начал интересоваться, смотрю на карту и вижу, Россия огромная страна, видно, я вообще впечатление, и вижу, что там в конце где-то высоко была вот такой регион, был такой регион Якутия. И читал про Якутию, что самые экстремальные температуры бывают именно здесь. И думал, я туда
никогда не попаду, мамма мия, это слишком далеко, это холодно, но очень хотелось понимать, посмотреть, как там живут. И сегодня не верится, что я здесь, в Якутии. Мне очень впечатляет, что здесь все традиции, обряды, все это сохранилось. Вроде находимся, вроде как в России, вроде, но это не Россия, это другой мир вообще. У вас другая атмосфера, и все как вот древнее, и все связано с природой, и с богами. Очень, каждый день я сталкиваюсь с разными людьми, которые мне объясняют разные обряды, разные традиции, разные костюмы. Сегодня я даже познакомился с вашим Дедом Морозом, Чисхан. И я не знал, что у вас есть другой Дед Мороз. Да, Якутия страна, для меня как отдельная страна, по сути. Другой мир, это такой мир удивительный. Ути сарсардарнан саха джойнон. Бонжорно, Якутия! Чао, Миши! Пожелали мы доброго утра на итальянском, а вот господин Федерико Арнальди, да, в ответ пожелал доброго утра на якутском языке. Ну что ж, как он сам признался ранее, ничего не знал про Россию, и вот в итоге сейчас он ведет такую замечательную передачу и путешествует по различным интересным регионам нашей страны. Дорогие друзья, всегда стремитесь к своей цели и не жалейте сил. Ну что ж, мы идем далее, переходим к следующей теме. Жители Якутии приняли участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания под названием «Вкусы России». Какие якутские деликатесы были представлены на этом конкурсе, какие из них имеют большие шансы в скором времени пользоваться большим интересом в других регионах, нам расскажет заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха-Якутия Василий Владимирович Афанасьев. Сейчас он с нами на прямой связи. Итак, Василий Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, если говорить об этом конкурсе, как он проводится и когда станут известны результаты? 9 октября на выставке «Золотая осень» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил о том, что будет стартовать данный конкурс. До 17 ноября собирались заявки. Всего по Российской Федерации было собрано 508 заявок из 79 регионов, в том числе и мы, Республика Саха-Якутия. Мы предоставили 8 заявок, что больше всех на Дальневосточном федеральном округе. И это такие наши бренды, как якутская рыба, якутская жеребятина, якутские ягоды, алекминский сыр, мясо, масло из молока якутской коровы и наши напитки, которые производит ФАПК Якутия, такие как квас якутский, чай охота и рыбалка и энергетический напиток новый, который сделали на основе понтов северного оленя. Это энергетический напиток ЕС. Ну вот мы говорим о том, что якутяне, да, представили 8 заявок, 8 наших деликатесов. Ну, а вот якутская рыба, жеребятина, дикорастущие полезные растения уже давно, наверное, известны за пределами нашей республики. А вот что касается остальных претендентов из нашего региона, вот какие продукты, по вашему мнению, имеют большие шансы, так сказать, выстрелить и в скором времени пользоваться большим интересом в других регионах? Ну, цель данного конкурса – это чтобы население Российской Федерации знало все разнообразие брендов и вкусов, которые находятся в регионах. Поэтому необходимо сделать таким образом, чтобы мы вышли в финал по номинациям. Всего 8 номинаций у нас, и 22 финалиста будут. Этих 22 финалиста будет знать вся Россия. Номинация разделяется таким образом, то, что есть бренды локальные, которые в населенных пунктах до 3000 населения. Это мы представили алекминский сыр в данном направлении. Есть номинация, в котором участвуют бренды в населенных пунктах до 30 тысяч населения. Туда мы представили нашего ФАПК Якутия, напитки наши, которые я ранее упоминал. И третья номинация, по которой мы участвуем, это номинация «Региональный бренд». Это то, что мы хотим, чтобы знала наша республика. В этой номинации у нас участвует масло из молока якутской коровы. Мы хотим, чтобы ее знали не только в городе Якутске, не только в ближайших населенных пунктах, но и вся республика.
И есть направления, которые мы выставили на уровень федеральный, который должна знать вся Россия. Это вот якутская рыба, якутская жеребятина и якутские ягоды. То есть там будут конкурсы по номинациям, и в каждой номинации есть возможность нашего участия и выхода в финал. Голосование началось вчера. На сегодняшний день, к сожалению, мы начали не очень активно. Я призываю всех жителей республики активно заходить на сайт «Вкусы России РФ» и голосовать за то, чтобы наши бренды вышли в финал, и о них знала вся Российская Федерация. Ну, я присоединяюсь к вашим пожеланиям, Василий Владимирович. Большое спасибо, что приняли участие. Надеемся, что наши бренды закрепят, да, свою репутацию во всем мире и наших регионах страны. Дорогие друзья, ну что ж, как раз у нас такая тема, да, вот то, что итальянские телеведущие познают наши блюда, также наши блюда вот участвуют на всероссийском конкурсе. Также присоединяюсь к пожеланиям нашего гостя и призываю вас также активно голосовать. Ну а мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся в эфир. Далее вас ждет также очень много интересной информации. А что здесь происходит? Министр экономики сейчас даст комментарий по... Цену на нефть? А вы откуда знаете? Не я, а российская газета. Российская газета. Расскажем главное. Далбар ходун. Сахачахтарын маанылах, ымылах, өрө тудар күндиада. Далбар ходун эдерген кысоғоттон, эрге сүттер кемче кейіттен, оғытун түйігер көтөх бүтиеттен, сенен сыллы ребеттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, суруттар далбар ходун суруналы. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Хлебопекарня «Партизан» ведет свою деятельность с 2007 года. Свежий хлеб, торты, рулеты, пирожные стали визитной карточкой предприятия. Билигин баттаха мен ескилебин көтчактан сыппыт. Каптагыз баранялар көтчак. Кая килепкин стан кәсбекинде. Бартахамыт килебен хадам миннес. Манук сирбихабилюбек. Добрые традиции прошлого, бережность и теплотой перенесены в рецептуру сегодняшней продукции. Главным остаются традиционные способы производства изделий, старинные рецепты и уважительное отношение к продукции. Когда приезжаю в деревню, всегда покупаю партизанский хлеб, потому что он самый вкусный. Атак маны республика толықтақтыра. Үйлерге оңғылдан кәлбет, ағытынан оңғылуыт келебе, бартахан келебе, өрі хес толғытыр бар болдым. Мен негестік ахан. С вами вновь передача «Новый день». Сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной редакции, которые расскажут вам о главных событиях в республике и стране. Так что, дорогие друзья, эфир продолжает новостной блок. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 1500 единиц медоборудования закупят для больниц Якутии до 2025 года. По информации пресс-службы Минздрава региона, помощь больницам республики окажут в рамках реализации нацпроекта здравоохранения, предложенного президентом Владимиром Путиным. Помимо оборудования будут приобретены и 300 автомобилей. Также в течение ближайших 5 лет переедут в новые 42 аварийных здания медучреждений, а капитальный ремонт ожидают 80 объектов. Для возведения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий закупят более 140 модульных зданий и построят 18 больничных корпусов, поликлиник и стационаров. На эти цели республика использует 6,5 миллиардов рублей, которые выделило правительство России. Между тем, в следующем году ФАПы и амбулатории построят в 10 селах республики. Об этом сообщил глава Якутии А.С. Николаев на своей странице в Инстаграм. ФАПы и амбулатории будут построены в том числе в селах северных и арктических районов региона. Также начнется строительство новых зданий центральных районных больниц в Усть-Майском, Чурапчинском и Момском районах, поликлиники в селе Тыккёль Татинского Улуса. Планируется возобновление строительства хирургического отделения в городе Вилюйске.
При этом средства нацпроекта направят на проведение капитального ремонта в зданиях поликлиник и ЦРБ в более 20 районов. Обновление также ожидается в автопарке медучреждений. В 2021 году будет закуплено 62 единицы транспорта для 38 больниц республики. Выплату за классное руководство в размере 5000 рублей будут получать педагоги всех российских школ. Соответствующее постановление правительства вступило в силу накануне. Согласно документу, вознаграждение в 5000 рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта и МЧС. Напомним, решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента. Станция юных туристов Амгинского района более 20 лет организует для детей краеведческие туры, спортивное ориентирование, экскурсионные сплавы и многое другое. На сегодняшний день станция ведет работу по 3 направлениям. Это туристы-проводники, юные спасатели и спортивное ориентирование. Воспитанники станции ежегодно активно участвуют во всех проводимых мероприятиях, занимают призовые места. В период коронавирусной инфекции педагоги станции все свои занятия проводят через платформу Zoom, где готовят различные интересные программы. А в ноябре педагогами был проведен месячник на тему «Баяная», мастер-классы по приготовлению быстрой и вкусной еды на природе. Также провели викторину «Тайна лесной тропы» для 300 детей из всех сел района. С первого раза уже начали делать интересные, на наш взгляд, интересные там занятия. Ну, это по охоте, по палаткам, там, как ставить шалаш, как сделать алгыс, например, да, чтобы прежде чем идти в лес там, и так далее. Наши ребята, да, они где-то половина, может быть, даже больше половины, они после учебы, после работы все равно они вернутся в родной Улус. Они будут сельскими жителями, и поэтому вот эти знания, умения, навыки, которые мы сейчас им даем, они будут помогать им в последующей жизни обязательно. Российский изобретатель, руководитель всероссийского молодежного движения «Небесная Одиссея» Александр Бегак представил концепт-макет аэротакси. Это новый летательный аппарат, прототип индивидуального транспорта будущего, отечественного пассажирско-грузового аппарата вертикального взлета и посадки PCJ Бакаэра. Предполагается, что летательный аппарат будет размером 6 метров и сможет летать на расстояние 600 километров. Возможно, выпустят и беспилотную версию. Это будет что-то вроде конвертоплана на электрической тяге. Это беголет Greenfly. Он полностью электрический, ездит на колесах как электромобиль. Его не надо регистрировать, он очень легкий. Его не нужно ни в ГАИ, ни в авиационных воздушном кодексе, не прописана его регистрация. Он летает на электрических двигателях, вес его 100 килограмм буквально, полет он может 150-200 километров пролететь на мягком крыле, на параплане. Берегите себя и своих близких. Удачного дня! Таковы главные новости к этому часу. Благодарим наших коллег. Ну а мы продолжаем. Доброе утро! Такое приветствие вы слышите от нас каждый день. Сегодня это пожелание прозвучало даже на 3 языках. Казалось бы, да, такое простое, душевное, светлое, искреннее пожелание. Но мало кто знает, что под этой легкой фразой может скрываться очень даже глубокий смысл. Какой? Узнаете в следующем материале. Всемирный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель – обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а не применяя силу, можно решить практически любые конфликты. Праздник приветствий придумали в 1973 году 2 брата-американца – Майкл и Брайан Маккомак в самый разгар Холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности. Братья Маккомак решили, что нужен простой, но эффективный поступок, и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир, а лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь.
Эта идея была поддержана в более 180 странах. И хотя у каждого народа есть свои исторически сложившиеся обычаи приветствовать друг друга, но межнациональный этикет, по сути, одинаков. При встрече традиционно люди желают друг другу добра, здоровья, благополучия и успехов в делах. Правда, сегодня в условиях пандемии, когда мы редко общаемся лично и практически не выходим в социум, сделать это сложнее. Но выход всегда есть. Телефоны и социальные сети весьма этому способствуют. Поэтому сегодняшний праздник – еще один прекрасный повод для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения. Еще раз желаем вам доброго утра, и мы переходим к следующей нашей теме. Сегодня во всем мире отмечается День педиатра. Удивительно, что этот праздник совпадает с Днем ребенка. Специфики этой работы людей, которые заботятся о самых маленьких пациентах, нам расскажет заведующая отделением детской инфекционной клинической больницы Анжелика Острелина. Доброе утро! Ну что ж, в первую очередь, конечно, мы сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, с этим замечательным днем. И хотелось бы вот сразу поинтересоваться, почему же вы выбрали именно эту сферу? Ну, так получилось, что в школе я решила поступать в медицинский университет. А на старших курсах я уже определилась, что именно хочу работать с детьми. Именно во время практик мне понравилось работать с маленькими детками, с ними работать приятно. Идут на поправку они быстро. Ну, я ничуть не жалею, что выбрала эту профессию. Очень радостно с детьми все-таки работать. Ну, с детьми, конечно, да, всегда хорошее настроение, вот заряжаешься от детей, конечно, да. Ну вот расскажите о своем отделении вообще. Сколько человек работает вообще, как охарактеризуете коллектив? Я работаю в приемно-консультативном отделении. Вообще наша больница сейчас, она находится на 2 базах. Это наше основное здание, да, на территории областной больницы на Курашова. Там у нас лежат детки с диагнозом ковид. И второе здание на базе детского туберкулезного санатория на Покровском тракте. Туда переехали наши профильные отделения. Там мы оказываем помощь детям с острой инфекционной патологией, воздушно-капельной инфекцией, бактериальной инфекцией, также кишечной инфекцией. Да? Именно мое отделение базируется вот на Покровском тракте. Мы принимаем детей с острой инфекционной патологией, распределяем их по профилям. У нас 2 отделения. Это отделение воздушно-капельных инфекций и отделение бактериально-диагностических инфекций. Коллектив у нас слаженный, все врачи у нас высококвалифицированные, работают, ну, есть, конечно, молодые специалисты, есть опытные специалисты. Работа у нас ведется, скажем так, да, совместно с врачами профильных отделений, поэтому никто не останется без внимания, всем будет оказана нужная помощь в стационарных условиях. Ну, то есть в коллективе наблюдается сочетание вот, энергии юности и также богатого опыта, да? Да. Отлично. Ну вот мы затронули тему ковида, да, к сожалению, вот, наверное, нет сферы, которая не затронула эта инфекция. Вот, в период ограничительных мер, в период пандемии, вот, как ведется работа в вашем отделении? Ну, естественно, мы соблюдаем все противоэпидемические меры, которые нам указаны, да. Это, в первую очередь, использование средств индивидуальной защиты, социальное дистанцирование, маски, перчатки, само собой, да, разумеющиеся. Потом при приеме детей мы обращаем внимание, да, были ли контакты с ковидом, ну, вот, эпидемиологические какие-то вот вопросы, да, что позволило бы нам задуматься о заболевании у ребенка, может, возможно, у него ковид, да, то есть должны вот немножко быть настороженными в плане этого, да. Ну и, конечно же, это контроль за собственным здоровьем, за здоровьем коллег, подчиненных, за здоровьем своих членов семьи, чтобы быть в строю, да, не заболеть, не дай бог не заразить своих коллег. Такие меры. Ну, остается совсем мало времени, да, вот основные советы вот родителям, как специалист. Ну, конечно же, детей нужно быть внимательными, да, к здоровью своих детей, соблюдать все меры, которые
все советы, которые вам дает врач. Если, не дай бог, ваш ребенок заболел, ни в коем случае не занимается самолечением, обратиться к специалисту, вызвать врача, прийти на прием в поликлинику, не читать советы в интернете, а доверять своему педиатру. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в гости в студию. Желаем вам дальнейших успехов и всего доброго. Ну что ж, друзья, мы идем далее. Продолжаем знакомить вас с экспозицией Национального художественного музея «Мило-Мило по всей земле». Сегодня в нашей музейной рубрике знакомим вас с творчеством Николая Сироткина. Художник, так же как поэт, сюжет в себе переживает, пишет поэт Владислав Амелин, и это очень точно отражает творчество Николая Гавриловича Сироткина, заслуженного художника Якутии, уроженца Красноярского края. Он очень долгое время жил, работал у нас в городе и дружил с художником Владимиром Карамзиным. Вот они вместе, не боясь замерзнуть, простудиться, выезжали на пленэры и писали свои прекрасные пейзажи, которыми мы сейчас любуемся. Картина «Хатырык», лирический пейзаж Николая Гавриловича Сироткина, написана очень широкими мазками, очень чистым цветом. И он был очень скромным, трудолюбивым человеком, влюбленным в живопись. Вот эта картина, она напоена воздухом, чистотой, начало зимы. Он был прекрасным колористом, у него был особый такой дар. И цвет в его картинах – это самое главное, это ключ к прочтению эмоционального настроения и авторского отношения к изображаемому. Когда забьется, тишину спугнув, в сетвях ветвей запутавшийся ветер, выходит снова ночь березы метить, кисть в черноту пространство окунув. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Черная пятница в салонах «Торнадо» с 21 по 30 ноября. Сумасшедшие скидки на роскошные шубы, дубленки, парки и пуховики. «Торнадо» – все лучшее для вас. Да, көтөппүт. Бүгін бияқы ылжытты каналары білсе, арын солын кім дені? Гриша. Алексей. Тугынан жараттан аны, Гриша? Я официант Kiwi Catering. Красиво накрываю на стол. Подаю вкусные блюда. Кысында такап жетерден. Тоғымет бизнесменин оғыз жоны көрерден. Па ден. Па. Красавчик. Годы идут, ценности остаются. Саха спецтехника. Нам 15 лет. Дорогие друзья, мы продолжаем эфир передачи «Новый день» и переходим к заключительной интересной теме. Итак, в Якутии стартовал республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии». Одним из ярчайших событий данного мероприятия по традиции станет детско-юношеский фестиваль-конкурс под названием «Бриллиантовые нотки». Что это за конкурс, нам расскажет исполнительный директор фестивального комитета «Бриллиантовые нотки» Ольга Дмитриевна Андреева. Доброе утро! Доброе пятничное утро, дорогие зрители!
Всем известно, что в декабре месяце в нашей республике проводится республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии». И наш фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки» с первых лет организации этого мероприятия являемся партнером. Фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки» занимается организацией фестивалей и конкурсов по всей республике нашей Якутии. Мы проводим такие фестивали, как «Бриллиантовые нотки», «Зима начинается с Якутии». У нас есть выездные фестивали «Таланты земли», «Олонхо», «Первые шаги». В общем, мы не сидим сложа руки, мы уже 9-й год занимаемся выявлением талантливых детей по всей нашей республике. Ну, благая цель, святая цель, конечно же, за детьми будущей республики. Вот какие же номинации будут представлены? В этом году наш фестиваль пройдет при поддержке ресурсно-проектного центра при Министерстве культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. И, конечно же, у нас есть постоянные большие номинации, которые есть в наших фестивалях. Это хореография, фольклор, вокал, инструментальное исполнительство. Но в рамках «Зима начинается с Якутии» у нас есть такие номинации, как конкурс сладостей «Мы за чаем не скучаем», есть фото-видео-конкурс «Зима глазами детей Якутии», есть карнавальный костюм. И в этом году у нас есть новый конкурс, это конкурс «Варежек». Поэтому, да, дорогие руководители, мы призываем вас принять активное участие в наших новых конкурсах. Ну, действительно, спектр, да, такой вот, который действительно раскрывает потенциал творческий у детей. Ну, что получат участники, победители и призеры? Да, это самый частый вопрос, который нам задают, да, сейчас. А в этом году в связи с пандемией наш конкурс, фестиваль, к сожалению, пройдет в дистанционном формате. И к нам очень часто поступают вопросы, что же получат наши участники. Наши участники получат, конечно же, наши кубки. Сольные исполнители у нас всегда получают медали. Конечно же, каждый участник... В этом году у нас новинка. В этом году каждый участник получит у нас именные дипломы. И помимо этого получат диплом на ансамбль и, конечно же, диплом руководителя. Но хотелось бы отметить для наших телезрителей, то, что это у нас награды прошлого года, как я понимаю. Да. В этом году дизайн будет другой, но пока держим в секрете. Да, это будет сюрприз для наших руководителей, потому что из года в год мы меняем макеты наших дипломов. Ну, стараемся радовать и удивлять. Да. Говорим о том, что много у нас направлений, много различных конкурсов, даже конкурс «Варежек», да? Да. А вот у нас, я уверен, что у нас есть телезрители, которые заинтересованы, да, вот хотят принять участие, загорелись этим желанием. Куда подавать заявки и о сроках подачи? Да, у нас прием заявок сейчас очень активно идет. До окончания приема заявок у нас осталось совсем мало времени, это 10 дней. То есть мы принимаем заявки до 30 ноября. Заявки можете отправлять на нашу электронную почту, которая указана в титрах. И мы на все ваши вопросы ответим по контактному номеру, который вот тоже выделен в титре. Ну, действительно, очень много интересного ожидает, да, участников. Вот мы говорим о том, что вот до 30 ноября, еще раз отметим, успевайте подавать свои заявки. Что касается стоимости участия. Это тоже самый задаваемый вопрос, спасибо, что задали. Стоимость участия составляет, ну, в этом году в связи с пандемией, как я уже отметила, что он пройдет в дистанционном формате, и мы установили льготную стоимость участия, да, и стоимость участия составляет 300 рублей. 300 рублей? Да. Ну, всего-навсего 300 рублей, зато сколько заряда энергии. Я хочу отметить, да, что в этом году все руководители, которые вот подали заявку на наш фестиваль, конкурс, становятся автоматически номинантами на премию «Лучший руководитель». То есть лучший руководитель от фестивального комитета «Бриллиантовые нотки» в прошлом году стала Евгения Андреевна, учитель музыки 31-й школы. Это в прошлом году. В этом году также у нас будет учреждена премия «Лучший руководитель». Он будет награжден у нас денежной премией и отмечен серебряным знаком.
серебряным знаком. Вот что касается денежного вознаграждения, вот будет ли озвучена сумма? Нет. Нет, хорошо, держим в секрете. Но много сюрпризов, на самом деле, Ольга Дмитриевна. Большое спасибо, что приняли участие. Желаем вам удачи в проведении всех запланированных мероприятий. Действительно, участников ждет очень много интересного. Большое вам спасибо и всего доброго. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Так что желаем вам еще раз доброго, хорошего дня, полных положительных эмоций. Оставайтесь с нами, эфир продолжат мои коллеги и Сангак Кун. Доброго вам дня и увидимся с вами уже на следующий день. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.